не в эту сторону, или там замотают это решение сейчас в нынешних условиях? Вот такова конъюнктура. Россия выглядит везде, в том числе в Международном суде Гааги, где есть уже как бы предварительное решение восстановить, например, деятельность Меджлиса. На мировом уровне Россия выглядит как преследователь крымских татар. Да? И вот тут возникают... Почему выглядит? Россия является таковой. Является, да? и выглядит, и является. И тут появляются иски о восстановлении собственности, утерянной в ходе депортации. Есть указ прекрасный Путина, да, о реабилитации. Есть законы еще, по-моему, в 90-х принятые в отношении тех народов, там, карачаевского, по-моему, крымские татары не попали в те я списки. Вот так я до конца не понимаю ваше законодательство. Оно, по-моему, распространялось вообще на действия, которые были на территории всего Советского Союза. Но сейчас же де-факто Крым находится в российском законодательном поле для внутрироссийского суда. В общем, на самом деле здесь есть большой простор для игры ума юристов, да? Но вопрос решается так, как это выгодно, а не так, как вот саргументирует кто-то из юристов. Ну вот как вам, друзья, как выгодно было бы сейчас России поступить? Может быть, демонстративно России выгодно сейчас поступать так, как она поступает. Она не может прессануть весь крымско-татарский народ, как в 1944 году, хотя, может быть, и хотелось бы. Хотелось бы. Может быть, и хотелось бы. Это неприятное этническое вкрапление в русском миру Крыма, там, да, исторически вот так вот там обосновано. Тогда Россия... Но, то есть, это очень большой скандал. Всех там не депортируешь, нельзя там всех там татар загрузить на баржу, вывести в Черное море и затопить. Поэтому бьют по головам. Там, да. Кстати, это очень напоминает ту политику, которую Бирма проводит по отношению к Рохинья. Там, да, когда всякого человека, который в силу образованности, каких-то личностных качеств, собственной пассионарности чуть выше среднего уровня, чуть-чуть, его по тем или иным предлогам изымают из этого пространства, там, да, ну, в каких случаях физически, там, посадили, убили, там, просто пропал, там, да, или там еще какие, или подкупают. А если вы вдруг не знаете, мы можем вспомнить 2014 год. Фактически такое внутреннее сопротивление где-то было психологическое, было сломлено убийством, таким показательным убийством Ришата Аметова в 2014 году, когда человек, вышедший на пикет мирный, пропадает, и за день до так называемого референдума его находят там с вырванными, там, не буду подробности рассказывать, да, там, позвоночниками и прочими. Это превращается в большое джаназе, большие похороны Ришата Аметова, но страх у людей появляется. Вот как это будет происходить. Потом пропадает Эрвин Ибрагимов, или вот фактически убийство Виджия Кашка, 83-летней, если вы знаете. Да, я знаю, когда женщина не выдержала, да, сердце не выдержало. Да. Ее похороны стали фактически крупнейшим митингом, несколько тысяч человек, да. Не надо прессовать всех, надо даже в России где-то может быть выгодно показывать вот такие случаи, и страх поселяется в людях, они сами начинают покидать эту землю. Но, строго говоря, сейчас крымских татар пропускают через те жернова, через которые прошли чеченцы, через которые прошли дагестанцы, через которые, ну, с некими оговорками прошла часть населения Кабардино-Балкарии. Да? То есть в России-то через все это прошли, через эти вот акции устрашения, там, да? Когда каждый человек знает, что если ты против, но это не значит, что, там, я не знаю, тебя там власти будут просто недолюбливать и все. Это значит, что в один прекрасный день ты будешь найден, там, не знаю, в сгоревшей машине твой обожженный труп. Да? Вот что это значит. Как это меняет в целом тот социум, на которого рассчитано это устрашение? Что с ним происходит? Вот, это страх. Это страх. Это страх. Я очень много работал на Кавказе, очень много работал в Дагестане. И я видел, как самые бунтарские села, где вот был жив этот дух сопротивления, вот это было не то, что вот мы там русских не любим, это не политические, оформленные, это экзистенциально оформленные. Не будут мной помыкать на человеческом уровне, на личностном уровне не будут. Как это все вытравливалось. Раз за разом, с каждым вот таким вот публичным убийством, с каждой такой вот публичной посадкой, там, да, градус этого понижался. И где в тех местах, где там, я не знаю, в середине нулевых мне рубили правду матку, вот как это. Я, допустим, приезжаю в 2014 году, в 2015 году, и я слышу, брат, не под запись, не под диктофон, не под камеру, ты извини. Там, да? Это работает. Устрашение работает, террор работает.